Добрый день, дорогие зрители, с Новым годом, со всеми праздниками, с Рождеством. Впереди тоже нас праздники ждут. И мы после некоторого перерыва вновь выходим в эфир. Битый час сегодня. Мы будем подводить итоги прошлого года и какую-то перспективу на Новый год тоже попробуем сделать с нашим уже, наверное, постоянным гостем, уже экспертом Тенгизом Джопо. Я тоже с праздником, твою семью. Спасибо. Спасибо, что пришел. После праздника всегда тяжело начинать. Но вот хотел как-то давай начнем, наверное, с подведения итогов. У нас очень много событий было, даже если брать последние 2 месяца прошлого года. Это и смена власти была, и там много событий, стрельба в парламенте была, там с Ингургесом был, с перепадными там какие-то ситуации неинтересные были. Новый год нас тоже тут с повышением тарифов встретил. Короче, есть о чем поговорить. Я уже не говорю о внешнем контуре, где тоже много чего происходило. В Грузии выборы произошли, и там война до сих пор идет, это тоже отражается на всех, на нас. В Турции какие-то перетрубации, Сирия сменила власть кардинально, вообще на грани развала тоже сейчас находится. Это все так или иначе, мы в этом регионе живем, я думаю, будет как-то аукаться. Как тебе прошлый год? Ну, это саркастический смех. Да, честно говоря, да. Кажется, вот вроде мы в начале прошлого года еще тогда дошли до дна, оказывается, опять снизу стучат. Да. Ну, год, конечно, был тяжелый, тяжелее, чем прошлые годы. Вот развал нашей системы, нашего государства, его института просто, сказать, что усугубился, мы каждый год это говорим. И я сейчас, наверное, чаще всего стал удивляться тому стойкости этой системы. Стойкости самих государств. На что, да. Да, вот он все равно, это вот что только не произошло в этой стране, в нашей стране, но все равно там эта система как-то еще держит себя. Но держится она уже за счет коррупционных, наверное, связей, там, взаимоотношений. Они сами себя поддерживают, чтобы сохранить систему. Ну, для меня, что этот год, наверное, у нас был, можно однозначно сказать, за всю историю Абхазии, это худший вариант главы государства, который у нас был. Глава государства, который фактически делал собственный народ виновником в своей личной неспособности управлять государством, вообще процессами. Потом стало для меня однозначно уже просто очевидным, что вот эта наша политическая элита втянула Москву в общественно-политическую жизнь Абхазии. Москва волей-неволей стала актором этой общественно-политической борьбы. Но за развал системы я не говорю, уровень коррупции. Коррупция просто стала циничной, лицемерной, масштабы хищений. И вообще... Там есть какие-то пределы, когда уже она не сможет, просто не из чего будет высасывать, и организм будет обесточен абсолютно. Но за счет фискальной политики, такое фактически агрессивное государство выкачивает из экономики деньги, аккумулируя себя, но эти деньги потом распределяются на сохранение самой системы. Они постоянно наращивают доходную часть, потому что система уже требует дополнительных финансовых средств, чтобы она существовала дальше. То есть фактически мы собственными деньгами кормим вот эту коррупционную систему государства. Плюс ресурс уменьшается, аппетит увеличивается. Да, ресурс уменьшается, но это к коллапсу приведет, конечно. Коллапс уже возник. Плюс еще финансовая подпитка Российской Федерации, она тоже поддерживает. Вот факт того, что в какой-то момент она исчезла, сразу ввело страну в состояние комы. Вот этот энергетический кризис. Пропасть заглянули. Да. Правда, быстро забыли уже об этом. Быстро забыли, это тоже... наше свойство, да, качество. Это интересно. Очень плохо, да, что мы быстро его забыли. Но это такое прелюдия к тому, что нас ждет впереди. То есть я думаю, что это временное явление. Все равно либо мы должны будем самостоятельно решить эту проблему, либо мы будем жить без света, и ситуация будет еще хуже. И, наконец, вообще потрясением было для меня лично это произошедшее в парламенте страны. Это было проявление полного неуважения, даже не то что к институту государства, как парламент, это было полное неуважение к народу Абхазии, который избирал этот парламент, плохой он или хороший.
Это удар вообще по нашей государственности, по нашему имиджу. Это навсегда останется в истории нашей страны. И это уже невозможно исправить. Что бы мы ни сделали, это просто... Ну, кстати говоря, когда была предвыборная кампания в парламент, это был разгар ковида. Я там даже какой-то пост писал, что ничего хорошего от этого парламента ждать нельзя, потому что кампания проводилась в разгар ковида, несмотря на все риски, людей собирали, агитировали и так далее, и так далее. То есть вот это пренебрежение и стремление к власти, и одновременно пренебрежение к электорату, к людям, к народу, ну, для них это электорат, я думаю, больше для большинства был. Для меня это был показатель очень плохой, и, к сожалению, как я всегда говорю, дай бог, чтобы я был неправ, но оказался, но этого я даже не мог предположить, что могло произойти. И я еще один момент хотел сказать, ты интересную модель такую сказал, что на коррупционных связях сейчас все держится. Я об этом не думал, для меня как-то вот феодализация всеобщая, она вот дошла до каких-то крайних степеней, и даже вот эта предвыборная кампания, которая вот в эти дни идет, президентская, вот такой термин уже появился у блогеров и фамильные кандидаты. То есть представители больших фамилий, но это показатель вот такой полной феодализации, которая у нас произошла. Но... Хотя коррупция, феодализм во многом тоже на этом держался, на каких-то таких связях. Я думаю, что вот эта отсылка, обращение к крупным фамилиям и вообще поиск помощи у них, это итог того, низкой легитимности, вообще доверия к кандидатам, которые существуют в стране. Сейчас выборы фактически как будут строиться? Отчасти по родственным признакам. Но родственная связь – это тоже коррупционная связь, считается, для государства. И за счет электорального подкупа электората. Вот на вот этих двух основных способах будет сейчас две крупные политические группы, они будут добиваться власти, потому что они основные фавориты. Это не программные документы, это не какой-то взгляд в будущее, потому что вообще общество уже ничего не ждет от них. Ну, программные документы всегда у нас были декларациями о намерениях, которые с успехом потом забывались. Поэтому... Да, но вот эти две политические группы крупные, которые у нас есть, от прошлой власти вообще там бессмысленно что-либо готовить, какие-либо давать обещания, это вообще край лицемерия. Ну и от оппозиции тоже, потому что у оппозиции был достаточно большой срок, который, к сожалению, она недостаточно эффективно использовала в взаимоотношениях с народом. А сейчас что-то давать, какие-то конкретные там обещания. Да и в принципе нету этих обещаний, нет конкретных шагов, нет планов ни у кого. По крайней мере, в данный момент пока нет. Даже если они возникнут, особого доверия не будет. Поэтому единственная возможность прийти к власти – это использовать совершенно иные институциональные механизмы. Это это родственные возможности и, конечно, финансовые. Но это последний козырь, а дальше что? Дальше хороший вопрос. Я думаю, что мы уже мы каждый раз это говорим, но каждый раз этого не происходит. Но я думаю, что, наверное, до точки бифуркации мы уже почти доходим. Потом еще нужно признать, что в обществе людей вот это мнение, что необходимо всю эту систему менять, оно начинает укрепляться в обществе у многих. Особенно в столице все большее количество людей, которые убеждены в том, что конституционно-правовую систему Абхазии нужно заменить на другую. Совершенно другие правила игры нужно выработать, потому что в рамках старой конституции уже не получается строить и вообще существовать. Может быть, у нас мы подходим к этому пороговому моменту, когда мы этот рубеж перейдем из новой конституции. Как эта категория людей может формализовать свое мнение, желание, посылы свои? Есть, конечно, пункт голосовать против всех, но для меня, например, это тоже один из моментов легитимизации того, кого выберут, потому что этот пункт не будет доминировать над двумя этими большими группировками. И, то есть он тоже вольется в легитимизацию выбранного президента. Я предлагал, например, и там другие тоже говорили, эксперты, и кто как-то общественные деятели, о том, что может есть смысл или отменить выборы, или же кандидату заявить о том, что он идет на 2 года. На выборы? Да, идет на 2 года, чтобы сделать реформу
такую масштабную конституционную реформу и выборных, и там многих там вещей, там об этом юристы, сообщество тоже предлагало, говорило, там несколько уже есть формул. У вас в Общественной палате, насколько я знаю, тоже такое прорабатывается, но, к сожалению, никто этим путем не пошел, хотя я думаю, что он этим приобрел бы только еще какое-то количество голосов. Ну, конечно, при этом обязал бы себя именно за 2 года сделать конкретные вещи и уйти через 2 года в отставку, а потом или заново баллотироваться уже на новый срок по новым правилам, или же там уступить место, если ему достаточно будет сидения на троне. Ну, да, вот 2 позиции такие были. Но, во-первых, отмену выборов, ее активно обсуждали, но с ней была не согласна вся политическая элита страны, потому что ей было абсолютно невыгодно отменять. Причем и та баррикада. Обе, да, они были убеждены, каждый старался там. Но они даже, если говорить объективно, ни одна из этих сторон не согласна вообще с какими-либо реформами. Каждая сторона пытается объяснить и доказать, там приводит аргументы, что в Абхазии все-таки нужна сильная президентская власть, что потом якобы провести административные реформы. И хороший парень. Да, и хороший парень. Ну, я думаю, что насчет выдвижения кандидата сложно сказать, потому что вообще президентская кампания, политическая традиция у нас уже такая, что президентская кампания требует колоссальных финансовых ресурсов, и вот таких финансовых ресурсов аккумулировать... Неформальных финансовых ресурсов. Да. И очень сложно. Потом еще мы должны понимать, что вот эта традиция выборов, у нас вот эти 2 политические группы, у них уже за многие годы сформировались прямо люди, которые постоянно занимаются выборами, которые вот этот вопрос, то есть у них вот эта практика, она четко налажена выборного процесса. Они, там, то есть алгоритм сложился, люди, которые его обеспечивают, сложилось, и методы сложились и так далее. Да, вот эти десятники, сотники, как это их называют, потом начальники штабов, они даже между выборами ведут учет, смотрят за статистикой электората, кто какого мнения меняется. Новобранцев. Да, но это вообще-то такая система. Это военная терминология. Да. Вообще, кстати говоря, на этих выборах ни одного, по-моему, генерала бывшего нет, что их отличает от других выборов. Да. Я думаю, что все-таки то, что хорошо, что эта идея изменить политическую систему, она набирает обороты в обществе. Она родилась как минимум. Да, она и родилась, уже просто некоторые убеждены и вообще не хотят слышать каких-либо других вариантов. Это уже замечательно. Но все-таки добиться того, чтобы власть провела реформы, можно только политическим путем. Нужно обществу, здравой части общества, наверное, объединяться, там, создавать какие-то политические площадки и оказывать давление, нарастающее давление на власть. Мы сегодня во власти, это мое мнение, мы имеем коррумпированную бюрократическую группу с криминальным уклоном. У них власть забрать будет чрезвычайно сложно. Неважно, там, каких они политических лагерей, белые они или красные, у них вот мировоззрение вот именно такое. Ну, этот костюм висит, его просто один из него выходит, другой в него заходит. Да. Все, так и происходит. Вот отобрать у них, это будет очень сложно, но без этого никаких реформ в Абхазии не произойдет. А почему не появился кандидат, по-твоему, который мог бы как бы канализировать вот эти все устремления, вот эти новые? Ну, я не знаю, честно говоря, почему он не появился, но потому что, наверное, все-таки недостаточной поддержки со стороны общества этого процесса. Есть тоже определенная часть здравомыслящей части общества, часть вины вот этой. Ну, тут есть еще инструментарий, который позволяет политическому процессу вообще происходить. Я имею в виду трибуна, это телевидение, это просто там много телеграм-каналов появилось, но это все равно этого не недостаточно. Да, он не приведет к такой критической массе, которая позволит возникнуть такому течению политическому и с своими лидерами, и там, идеями и так далее. Телевидение у нас, к сожалению, было вот таким, какое оно было. Я не знаю, каким оно будет при новом президенте, посмотрим.
Я думаю, не поменяется. Но то, что хорошо, что сама идея возникла. Теперь, если эта идея будет центром, которая будет притягивать людей, и потом уже какая-то сила на этой базе возникнет, уже начало хоть какого-то процесса, какой-то надежды. Я боюсь, что у нас вот место оппозиции, неважно, кто в ней находится, она тоже достаточно монополизирована, как и тех, кто приходит к власти. Да. Как ни парадоксально это звучит. То есть у нас, я даже вижу больше проблема вот на этом, поле, не знаю, военное поле или как это назвать, политическое поле, то, что оппозиция у нас всегда монополизирована. Вот эта парадигма, что есть два лагеря, которая возникла в 2004 году, вот мы ее никак не можем разрушить. Две эти политические группы, это группы, которые в течение многих десятилетий, с момента окончания войны, накапливали ресурсы. Все финансовые потоки находятся под их контролем. И кадрами укомплектованы. Кадрами, ресурсами, да. И они обладают... связями даже за рубежом тоже обладают и те, и другие. Да, и совершенно верно. И у них больше возможностей. И вот эту возможность, их невозможности преодолеть очень сложно. Чрезвычайно сложно. Я даже думаю, что абхазский народ добиться может реформ не в рамках какого-то правового поля, а если в ходе длительного политического процесса, например, влияние на общественно-политическую ситуацию, пропагандирует идеи, он создаст какую-то базу, а потом уже придется выходить за рамки правового поля, конституционного поля, и, как у нас это обычно бывает, путем давления, прямого давления на власть заставить ее провести реформы. Вот примерно такой сценарий я прогнозирую. Во внешнем контуре очень серьезные вещи происходят. Мы о нем не часто вспоминаем и говорим, но как ты вообще смотришь, что в мире происходит? И какое-то тектоническое движение началось, по-моему, везде. Да, в какой-то степени, особенно в нашем регионе, я наблюдаю, что высокую активность Турции, которая она пришла в Закавказье, в Среднюю Азию, да. На Ближний Восток сейчас она выдвинулась. Вот эти идеи, да. Я предполагаю, что неизбежно, хотя сейчас сегодня Россия и Турция являются союзниками, но неизбежно столкновение, неизбежное столкновение их интересов, это рано или поздно произойдет, и как этот конфликт закончится новой войной или как-то иначе, но это однозначно будет, потому что... мы как раз-то на это пришли, что у нас национальная катастрофа была связана как раз с похожей ситуацией, когда столкнулись интересы Российской империи и Турецкой империи. Это опасная для нас, кстати говоря, очень тенденция, вообще чрезвычайно опасная. Вот эти геополитические сдвиги, противоречия между Турцией и Россией. То, что происходит уже на Украине, это, думаю, тоже не решится в ближайшие годы, он будет усугубляться, этот процесс. Главное, чтобы вот это противостояние не перешло в самую крайнюю черту. Вот в данной ситуации, в ситуации, когда вокруг нас происходят такие события, основная задача, на мой взгляд, нашего народа, нашего государства, нашей власти, прежде всего сосредоточиться на собственных проблемах, преодолеть вот этот раскол внутри общества, который есть, потому что те проблемы, которые сегодня у нас существуют, невозможно преодолеть без общественного согласия. Вот даже вопрос в энергетике, где нужно принимать жесткие решительные меры в отношении майнинга, все-таки нужна поддержка народа, нужен карт-бланш со стороны народа. Если ты ему представить какую-то дорожную карту, он должен выдать кредит доверия на реализацию этого плана. Потому что где-то нужны будут очень серьезные агрессивные действия. Это вопрос опять обсуждения, вопрос площадок, вопрос модераторов. Чего у нас как раз-то не хватает, дефицита. И еще, и другие тоже вопросы. И в вопросах взаимоотношений со стратегическим партнером. У нас последние годы очень часто политическая элита спекулировала этим вопросом, она не извела на нет вообще взаимоотношений. И еще нужно заметить, что мы, конечно, в Абхазии нет антироссийских настроений, это однозначно,
Но из-за вот этой спекуляции нашей политической элиты российским вопросом, отчасти из-за поддакивания всему этого со стороны Москвы, какой-то холодок в абхазском обществе в отношении нашего партнера, они все-таки возникли. Это они есть. Это еще не антироссийские настроения, но, с одной стороны, это хорошо, это как бы какое-то понимание, более прагматичное понимание взаимоотношений у кого-то у нас, из наших возникло. Да, конфетно-букетный период закончился. Закончился, да. Надо строить экономику, надо строить взаимоотношения, основанных на интересах и геополитических, и экономических. Совершенно и верно. это все на фоне потепления отношений с Грузией, что тоже не надо не замечать. Очень интересный момент потепления отношений с Грузией. Да. И возникает ощущение, что у части общества возникает ощущение, что Абхазия является неким инструментом влияния на более серьезного, важного и нужного партнера. Партнера, да. Вот это в обществе тоже возникло, это ощущение, это понимание. И мне кажется, не знаю, какая власть придет, все-таки формат взаимоотношений с Российской Федерацией, его нужно изменить, его как-то нужно более... Пусть он будет более прагматичным, более понятным. Нужно... Вот все же вопросы, которые болезненные, они еще не сняты, они висят в воздухе. И я так понимаю, мы получили переитог за счет каких-то еще новых обещаний. Ну, по крайней мере, для какой-то стабилизации, может быть, вот это похолодание в домах, оно могло перекинуться на похолодание, вот то, о чем мы говорим, между странами. И слава богу, что вот этот гуманитарный переток все-таки состоялся. А тут еще на фоне проблем в Приднестровье, которая в похожей ситуации попала энергетическую, но по другим причинам. Это сейчас, конечно, дополнительная такая головная боль и для российского государства, я понимаю это все. С другой стороны, я их тоже понимаю, давать ток в страну, где половина, там чуть ли не половина уходит на майнинг, это, конечно, это абсурдно с точки зрения экономики, да и всего остального. Другое дело, что мы к этому все пришли как-то плавно и потихоньку все вместе пришли. Ну, у нас майнинг возник же не последний год. Майнинг у нас с 2019 года, с 2020 года. И я думаю, что в Москве было понимание того, как расходуется электроэнергия в Абхазии. В Москве, наверное, есть очень такое адекватное понимание расходования финансовых средств. Все те опасения, которые мы наблюдаем здесь, я думаю, там не хуже видны и в Москве. То, что у нас вот нецелевое использование бюджетных средств, когда наши чиновники, которые приезжают систематически в Москву, их встречают, они занимаются покупкой дорогой недвижимости, не имея на то возможности, когда у нас так бюджет копеечный. Это в Москве тоже должно было быть видно. Но как бы об этом как бы ничего не говорится. Это тоже смущает. Например, там многих смущает, почему вроде. Раньше приезжали контрольные органы, контрольно-надзорные органы Российской Федерации, осуществляли хотя бы какую-то проверку расходования финансовых средств. Но сейчас этого уже тоже не происходит. Появляются списки, я не знаю их, и достоверность нужно, конечно, юридически тоже как-то закрепить о том, что там по каким-то по программам инвестиционным. Из этого сделали институт такой подкупа депутатов или влияния, давления, там, как сейчас будем корректно выбирать фразы, но по факту это так же все равно. Ну, я думаю, что там, я не знаю, насколько это достоверно, но все-таки дыма без огня тоже не бывает. Да. Возможно, были какие-то намерения. Никто не говорит, что они их получили, но намерения, может быть, были. Но факт того, что это нас уже не удивляет. Ну да, я о списках говорю, не говорю о фактах, а факты, возможно, тоже были. Но для этого нужно просто заняться компетентными органами и просто сказать, это так было или нет, все, чтобы этот вопрос снять. Или наоборот, дальше его будировать. Это никому не нужно в данный момент. Ну, вот этим двум политическим группам вообще это не нужно, это однозначно. И я думаю, что если выборы все-таки состоятся, хотя есть предположение, что результата итогов не будет, им закончится там новым противостоянием. Но если они даже состоятся, кто бы не выиграл, это будет началом нового переворота. То есть дата его инаугурации, это будет датой начала нового переворота, который неизбежно произойдет через год, через два, через три, но он произойдет. И новый кандидат тоже... Вот, тем более было бы выгодно сказать, что идешь на 2 года, мне кажется.
Я думаю, я не жду вообще от них. Не, вообще это же рационально было. Рационально, понимая, да. что экономическая ситуация, расклад сил внутри, он не позволит. В принципе, никто у нас пока не досидел последний президент и до конца, фактически. Ну, наша проблема наших лидеров – это излишняя самоуверенность. Иногда, которая переходит в самодурство, как у некоторых. Но вот эта излишняя самоуверенность, каждый думает, что он справится с проблемой. Но это инфантильно. Насколько это инфантильно в 21 веке, это опасная вообще черта характера. Но если вот глубоко дальше рыть, это признак невежества, к сожалению. Быть настолько уверенным в том, в чем не справились другие, не имея команды там нормальной, не имея, не знаю, каких-то оригинальных способов решения проблем. Там, я думаю, что еще проблема в том, что у нас нет людей с государственным мышлением. Потому что человек, который искренне хочет добра для своего народа, он понимает текущую ситуацию, он должен быть готовым, и для него не должно быть важно, сколько он лет президент, для него должно быть важны полномочия. Ему важно, чтобы вот эту систему изменить. Он может, человек, который может сказать просто: дайте мне там год времени, я приду и проведу это через парламент, конституционные изменения, и на следующий день я подпишу заявление об отставке. Не, я когда говорю 2 лет, я даже больше ориентируюсь на мнение юристов, которые говорят, да, какой объем там есть. Это может быть 1,5, может 2,5, неважно, но где-то в районе этих сроков. У нас, по сути, у нас вот несколько групп было, которые конституционно-правовые изменения разрабатывали. И вот все эти группы, если собрать, вот результат их работы, это концептуально там одно и то же. Да. То есть фактически там одна и та же концепция. Ну, какие-то детали есть, там кто-то предлагает определенное количество мандатов в парламенте, кто-то предлагает просто пропорциональную. Верхнюю палату предлагает полномочия пересмотреть там, и так далее, и так далее. Но это, по сути, детали. Да. Если мы будем говорить о больших сроках, эти детали можно, в принципе, в течение месяца, 2-3 закрыть. В рамках, если мы конституционного законодательства останемся, полгода еще у нас вот на первое чтение, второе чтение и принятие этого документа. То есть мы при наличии воли, желания, мы можем это сделать в максимально короткие сроки. Мы можем, в конце концов, начать параллельные какие-то процессы подготовки к реформам, потому что изменения, например, избирательного законодательства у нас недостаточно, у нас нет нормальных партий в стране, их сперва эти партии надо создать, значит, нам надо поменять и закон о политических партиях. Вот поэтому это оптимальный срок был 2 года, потому что еще и в 27 году это выборы в парламент. Можно было все вместе, то есть все к этому, логика вещей, этого сюжета логичным было бы вот так. Другое дело, что логика не совсем интересует. Она не интересует. Или, вернее, там другая логика есть совершенно. Другая логика, да. Тем более, учитывая опыт прошлой власти, того, что происходило, там, какой у нас был президент, нужно понимать, что без изменения системы ничего не получится. И, на мой взгляд, человек, который не понимает, если он не понимает, искренне не понимает, значит, он не готов быть президентом, на мой взгляд. Не понимает необходимость реформ. Отказывается от того, что система-то она развалилась, он этого уже не видит, значит, он недостаточно готов быть главой государства. Я понимаю, когда он это делает искренне, это говорит о его неподготовленности. Но, может быть, это делает умышленно. Значит, если это делает умышленно, значит, его вполне устраивает эта система, и он дальше хочет тоже сидеть и без какой-либо ответственности, безнаказанно заниматься. Вообще-то вот из нынешнего набора кандидатов, кроме той особенности, что там нет генералов, то есть людей, которые там из военных структур, силовых структур, и еще интересно то, что очень многие кандидаты, большинство кандидатов, они даже не прошли через такой инкубатор, скажем, политический, как парламент, где все-таки это чуть ли не единственный. Там есть общественная палата, есть там... партийная жизнь у нас очень условно, а вот парламент – это более-менее такая площадка, где еще личность политическая, общественная формируется. Большинство из них даже не было депутатами. Да, в этом плане у нас практика, конечно, поменялась. Потому что приход в парламент такой стал, что при Владиславе Артемьеве это было на ручном,
управления, но там были представлены все категории и гендерно, то есть женщин было всегда достаточно, и там все национальности были представлены. У нас, по-моему, русских, этнических в парламенте уже несколько созывов нету. То есть у нас там раньше были там кто-то из представителей добровольцев, репатриантов, то есть как-то были представлены такие наиболее нужные, важные категории населения. Да, это было в ручном режиме, но это был такой послевоенный период. Потом этим всем благополучно воспользовались для того, чтобы люди приходили. Вот сейчас, когда вокруг парламента это все развивалось, очень часто люди спрашивали, а кто он такой? То есть даже идентифицировать личность не могли, слыша фамилию. Да, у нас так и с кандидатами, президенты тоже так с некоторыми произошло. То есть вот до чего мы... Это что же показатель? Это показатель, да. Это страшно. В какой-то степени даже становится обидно за абхазское государство. Что стало вот так легко там человеку взять, встать и сказать... Приехать и хочу быть президентом Абхазии. Приехать и сказать, да. Как они собирают эти 2-3 тысячи голосов? Я не знаю. Кстати говоря, вот это тоже практика, на мой взгляд, неправильная, когда одни и те же люди могут и за одного подпись поставить, за другого подпись поставить. Абхазцы, вообще мы такой народ, не хотим никого обидеть, как бы никакой ответственности при этом нету, и мы с легкостью раздаем эти подписи. Но это в некоторой степени унижает институт абхазского государства, это унижает то завоевание старшего поколения, которое мы получили после войны. Но это неправильно. И парламент, который у нас есть, вообще в парламенте нет общественных интересов. Публичные интересы абхазского народа в парламенте не представлены. В парламенте представлены группы интересов. Это, к сожалению, поэтому факт. И трансляция заседаний и никак не может наладиться, хотя я сам работал на телевидении перед войной и помню эти трансляции, мы даже при тех технических условиях, а это каменный век по сравнению с сегодняшними техническими возможностями, мы делали трансляции прямых эфиров заседаний парламента, и как это повлияло потом на последующую жизнь, на нашу судьбу, на нашу страну вообще. Это парламент, институт президентства, судебная система, вот все институты государства, которые есть, это их общая деградация. Это мы наблюдаем общую деградацию. Отдельно, если организм больной, отдельно взятый палец не может быть 36,6, если весь организм 39 температура. Это понятно все. К сожалению, да. Что нам хорошего сказать? Все-таки мы в канун еще праздника. Что хорошего сказать? Во-первых, чувство собственного достоинства абхазского народа еще осталось. Мы понимаем, как степень ощущения свободы, жажда свободы и события вокруг. И ответственность, то слово, которое ты говорил, его очень мало, но оно есть еще. И события, которые вокруг этого администрации президента, парламента произошли, снос забора, там очень много было людей, которые не поддерживают какую-либо политическую группу. Они пришли, их привело туда их личное мнение. И это, конечно, этот порыв, он воодушевляет. Второе, что хорошо, все-таки уверенность в том, что страну нужно менять, эта уверенность в обществе растет. Оно расширяется и во что-то выльется. И во что-то однозначно выльется. Политическую партию, я имею в виду. Может быть, политическую партию, какую-то политическую силу однозначно это рано или поздно произойдет. Может, несколько партий даже. Может, несколько партий, да. То есть у нас все равно есть потенциал, есть где искре возникнуть, там и разгорится пламя, потом... Хорошее очищающее пламя. Да, и у нас будет возможность все-таки открыть новую страницу истории нашего государства. И вообще абхазский проект, чтобы состоялся и укрепился, и не зависел. Да. Но мне кажется, очень важно, ты забор вспомнил, мне очень кажется, важно было забор не дать построить, чтобы потом не приходилось вот так сносить на весь мир. Его строили тайком, потихоньку, и никто особо, хотя я предлагал, говорю, давайте какую-то акцию сделаем, просто встанем и не дадим построить забор. Но это неправильно, не по обычаям нашим, не по политическим. То есть это не со всех сторон было неправильно. Но мы как-то смотрели, пока его строили, потом замкнуло, и мы его снесли. Это тоже алгоритм нашей политической культуры. Забор, как и президент, были обречены. Да, на этой веселой ноте будем, наверное, заканчивать. Пожелаем хорошего года нам, пожелаем спокойных выборов, и чтобы, чтобы у нас был выбор. Главное, и выбор был и у нас, и у страны,
и у нашего союзника главного, потому что наша жизнь с ним связана и непосредственно, и чтобы как-то год был мирный, я уж думаю, получше, хотя хуже прошлого года не знаю, что может быть, но чтобы он был полегче, получше и попродуктивнее, и чтобы дал нам какой-то нашим детям, главное, дал горизонт какого-то видения на 20, 30, 50 лет. Да, спасибо, Тенгиз, спасибо, зрители, смотрите «Битый час».